В основе стабильного развития республики мощный экономический потенциал, опыт и компетенции, наработанные нами в предыдущие годы, а также поддержка руководства страны и лично Владимира Владимировича Путина. В этих успехах республики ежедневный труд и вклад каждого жителя Татарстана. Поэтому сегодня в зале герои, которые создавали и создают историю республики. Первые аплодисменты зала в благодарность нашим ветеранам. Рахмат сизга, Виктор. Спасибо вам большое. Дорогие ветераны, хөрмәтле ветераннарыбыз, сез батырлык һәм кыюк урнагы. Сезгә һәм барлык ветераннарга чын күңелдән рахмат белдерәм. Естественно, что послание начинается с юбилея Великой Победы. Несмотря на пандемию, его празднование прошло достойно. Казань стала городом трудовой доблести. Не менее значимая дата – столетие ТАССР. Важнейшее событие в масштабах всей страны. В послании прошлого года президент ставил задачу провести их на самом высоком уровне. Получилось, несмотря ни на что. Юбилейный год. Реализована насыщенная программа мероприятий научных, образовательных и издательских проектов по сохранению исторического и духовного наследия. Большой объем работ выполнен по строительству новых и реконструкции существующих объектов социальной, культурной и транспортной сферы. Успешно проведены такие события, как голосование по поправкам в Конституцию, выборы президента и муниципальных депутатов. Избиратели оказали доверие команде Минниханова. И сегодня большая часть послания – социальной направленности. Забота о людях и качество их жизни – приоритеты в Татарстане. Возведены десятки социальных объектов по национальным проектам и республиканским программам. Школы и детские сады, дома культуры и ФАПы, крупные транспортные магистрали и большое Казанское кольцо, парки и общественные пространства. Все с учетом мнения жителей. Это не раз отмечал и Владимир Путин. Открытость и отзывчивость – вот чего ждут люди от органов власти. Важно слышать все мнения, а не только те, которые нам нравятся или которые нам хочется услышать. Мы должны учитывать их в работе и аргументированно доводить до граждан свою позицию. Органам власти нужно осваивать все современные инструменты коммуникации. Это поможет нам видеть реальную картину на местах, быстро и качественно реагировать. Татарстан сегодня лидер в стране по жилищному строительству. Но президент видит в этом новые вызовы. Должны быть и квадратные метры, и инфраструктура. Правительство республики совместно с Советом глав муниципальных образований необходимо обеспечить подготовку единых для агломерации документов территориального планирования, а также разработать эффективный механизм управления комплексным развитием данной территории. Это позволит создать новые рабочие места по принципу «где живут, там и работают». Пандемия коронавируса и ее последствия заняли немного места в докладе. Скорее, больше звучали благодарности и аплодисменты в адрес медиков, учителей, строителей инфекционки и онкоцентра, крупного бизнеса и неравнодушных людей. Несмотря на трудности, пандемия сплотила наше общество. В этот сложный период руку помощи нуждающимся протянули сотни волонтеров и бизнес-сообщества. Большая и очень нужная работа была проведена в рамках движения «Помощь рядом». От всей души хочу выразить от имени всей нашей республики глубочайшую признательность. Сегодня в зале было много молодых лиц. Мальчишки, которые спасли жизнь сверстников. Президент назвал их наследниками высокой нравственности и мужества. Это 15-летний Ларит Садриев из Лениногорска, участник движения «Юнармия», который спас человека в пожаре. И Галимов Ратмир из Чистополя, награжденный медалью «Доблесть и отвага» за спасение 7-летней девочки, а нашему герою самому 7 лет. Я попрошу ребят подняться, поаплодируем. Рустам Минниханов видит в молодежи будущее и призывает создавать все условия для ее самореализации. Он процитировал студентку из Иннополиса, которая была на его инаугурации. Неважно, где родился, в Татарстане пригодился. Полностью поддерживаю эти слова. Последние 15 минут выступления были посвящены развитию экономического потенциала, без чего невозможно реализовать столь амбициозные социальные проекты. В этом году исполняется 10 лет с момента запуска компании «Татнефть» проекта «Танека». Суммарный объем инвестиций на этом объекте превысил 424 миллиарда рублей.
В результате мы перерабатываем более половины всей добываемой нефти республики. В условиях усиления конкуренции на мировом и российском рынках полимеров необходимо скорейшее завершение строительства новых и реконструкция действующих производств группы компании ТАИФ. КАМАЗ вывел на рынок автомобили поколения К5. Готов к серийному производству новый двигатель Р6. Развернуто производство Ту-160М на Казанском авиационном заводе. В числе трендов цифровизация всей экономики, высокотехнологичный агропромышленный комплекс, развитие самого села и создание новых рабочих мест. Многие ожидали, что в послании президента будет много озвученных проблем в экономике, связанных с пандемией. Но Рустам Минниханов выбрал иной тон. Как никто, понимая потенциал республики, он не сомневается в стабильном развитии Татарстана. Поэтому много внимания образованию, духовному и нравственному воспитанию. Создана комиссия по татарскому языку при президенте. Открыта сеть полилингвальных комплексов «Адымнар». Идет строительство собора Казанской иконы Божьей Матери. Готовимся к юбилею со дня принятия ислама. За возрождение особая благодарность первому президенту. Но и главное политическое заявление. 2021 объявлен годом родных языков и народного единства. Придавая большое значение данному вопросу и единению многонационального народа республики, следующий год в Татарстане предлагаю объявить годом родных языков и народного единства. Родной язык, прежде всего, это тонкая связь со своим народом. Я неоднократно подчеркивал, что мы будем делать все для его сохранения. Это наш нравственный долг перед будущими поколениями. И здесь были самые долгие аплодисменты. Послание длилось ровно час. В нем уместились все масштабные итоги и не менее амбициозные проекты будущего. Татарстан – это республика возможностей, территория, где каждый сможет воплотить свои идеи в жизнь. Главное, что мы вместе, а значит, у нас все получится. Без берега, Зарина Ахметова, Ринат Сафин, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.